Россия, Татарстан, Китай, а вместе Роски. Надо отдать должное руководителю агентства инвестиционного развития республики Талии Минулиной. У него просто редкий талант придумывать оригинальные названия для мероприятий, форумов и конференций. Из последних, что сразу приходит на ум, цифровая площадка 100% Татарстан и международный форум, посвященный развитию территорий опережающего развития, это ТОСЭР. И вот еще одна звучная и креативная аббревиатура от начальных букв стран и региона – Роски. В этот раз, на мой взгляд, название особенно удачное по смыслу, потому что оно очень верно и точно отражает характер наших взаимоотношений с китайскими партнерами. Да, если смотреть по динамике и цифрам, все вроде бы неплохо. Товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации по итогам 2022 года превысил 190 миллиардов долларов, увеличившись почти на 30% по сравнению с 2021 годом. Однако, повторюсь, Роски очень точно и своевременно. Потенциал сотрудничества между нашими странами гораздо выше, чем то, что мы имеем сейчас. Достаточно даже поверхностно посмотреть на отдельные сферы и отрасли экономики, чтобы это понять. В том же Татарстане обучается около 2000 студентов из Поднебесной. Сельское хозяйство, туризм, информационные технологии. Здесь огромное, еще не спаханное поле для совместной работы. Нужно усиливать и межпартийный диалог. Еще один важный момент, и форум в Казани это наглядно показал. Помимо доверительных отношений между Россией и Китаем на уровне политиков и самых высоких делегаций, очень важно укреплять связи по линии малого и среднего бизнеса и регионов. Такая, если хотите, народная дипломатия наиболее эффективно работает на сближение и дает практические результаты. В Казань на площадку «Казань-Экспо» прибыло более 5500 участников из 24 стран и 58 регионов России. В рамках форума прошли десятки сессий по разным направлениям. Площадка объединила предпринимателей, промышленников и представителей государственных структур. Как пробивались первые ростки сотрудничества на казанской почве, какие перспективы это нам сулит, в нашем репортаже. Доброе утро. Нихау. Пока вот так, довольно скромно, но я уверен, уже через год здесь же в Казани наши чиновники и предприниматели освоят как минимум несколько предложений на китайском. А дальше больше, ведь даже первое поверхностное впечатление от форума по-китайски «Джаньши», то есть вовремя, в самый нужный час. Для России Китай стратегический партнер и надежный друг. Близкие дружеские отношения Владимир Путин и Си Цзиньпин закрепили в марте этого года в ходе трехдневного визита председателя КНР в Москву. Затем премьер Михаил Мишустин привез представительную делегацию российских чиновников и бизнесменов на экономический форум в Шанхае. И вот Казань. Рустам Минниханов, похоже, заранее старается застолбить площадку. Уже на открытии называет дату для следующего российско-татарстанско-китайского форума – 14-15 ноября. Здесь же на Казань-Экспо. Важная задача, которую предстоит решить в ближайшее время – повышение устойчивости производственной сферы в новых условиях. Китай выступает надежным партнером достижения поставленных целей. По каким направлениям, в каких областях будем развивать связи, боюсь, даже не имеет смысла перечислять, потому что сотрудничать можно и нужно во всех сферах, от нефтехимии до информационных технологий, от сельского хозяйства до фармацевтики. Плюс культура, спорт, образование, медицина, транспорт, логистика, инфраструктурные проекты. Председатель Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции господин Джан Юцзин рассказывает, что привез в Казань 24 китайские компании и уже посетил нашу особую зону Алабуга и набережные Челны. В набережных Челнах мы посетили компанию «Хайер», которая также входит в нашу палату. Очень много сфер для сотрудничества с татарстанским бизнесом. Из того, что на поверхности – нефтехимия, машиностроение, автомобили, запчасти к ним, высокие технологии. На полях форума в Казани встречаем известного российского востоковеда, журналиста и знатока Китая Юрия Тавровского. Рассказывает, в условиях тотальной холодной войны коллективного Запада с одной стороны и России и Китая с другой очень важно пройти боевое слаживание. Наши маршалы, генералы свое дело сделали. На этом форуме как раз вот экономическая пехота, которая догоняет вот эти танки. Да? И без этой поддержки неизвестно, как будет наступление развиваться. Да? И то, что вот это на таком высоком, хорошем уровне происходит, и что все это происходит вот на фоне вот этой процветающей Татарстана, вот в одно слово я бы сказал,
что у вас происходит, это процветание. Да? Это создает очень хорошую стартовую позицию. Мы говорим, что у нас рабочая бизнес-площадка между провинциями Китайской Народной Республики, субъектами Российской Федерации и непосредственно для бизнеса. Вот. Потому что на сегодня такой рабочей площадки бесплатной в Российской Федерации мы с коллегами не нашли. Поэтому мы решили ее создать. При этом форум «Роски» — это не только про экономику и бизнес. Здесь же на площадках Казань-Экспо прошел российско-китайский молодежный форум. Можно было познакомиться с обычаями, традициями и культурой китайского народа. Отдельный павильон был забронирован под чайную церемонию. Среди гостей форума делегации из десятков российских регионов, в том числе мэры городов. Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве подписано. И губернаторы областей. Мы здесь большой делегацией. Здесь и представители правительства Кировской области, и наши предприниматели. И мы встречаемся с китайскими регионами. Сейчас на заправках делают зарядные станции электрические, быстрой зарядки. За 40 минут, пока чай, кофе пьете, можно зарядить ее на 40-80%. Еще 600 может дойти. Ну, за ними будущее, да? Межгосударственные отношения, отношения между народами не могут строиться только на уровне первых лиц, на уровне руководителей. Вот то, что мы называем межрегиональными, межмуниципальными связями, это всегда самый мощный, самый прочный, самый долговечный фундамент для развития отношений между странами. Мы еще решили провести на этой площадке партийную встречу, диалог с правящей коммунистической партией Китая. Что касается выставки Russia China Expo, удивить масштабами, видимо, цели не было. Свои стенды представили самые крупные российские и татарстанские компании. Зато в этот раз к форуму приурочили ежегодную экспозицию машиностроения, металлообработка, сварка, Казань. Одной из фишек основной выставки стали модели китайских автомобилей, которые оценил и Рустам Минниханов, как машины с бензиновым двигателем, так и представленные электромобили. Для Татарстана эта тема особая. В республике активно развивается зарядная инфраструктура. Для бизнеса это тоже стимул – развивать соответствующее производство электрооборудования. Ильнур Мубаракшин говорит, эту задачу его компания решает с помощью надежных китайских партнеров. Сотрудничество есть, то есть они очень заинтересованы в нашем рынке, они видят то, что мы тоже стараемся двигаться вперед. Мы покупаем мельницы и автоклавы. В Российской Федерации, к сожалению, никто их не производит. И вот нам очень интересно, чтобы Китай сделал здесь локализацию. С большим интересом осмотрели предложения как отечественных, так и зарубежных производителей. И я считаю, что подобные площадки, они способствуют развитию бизнеса, в частности, промышленности в энергетике. А на следующий год выставочные направления, как нам стало известно, организаторы собираются усиливать в разы. Среди гостей форума руководитель международной выставочной корпорации Джэньвэй Дэн Сяохуэй. Посмотрели ваш прекрасный выставочный комплекс Казань-Экспо. Сразу скажу, впечатления самые положительные. Логистически он очень удачно расположен рядом с аэропортом. Все залы современные, персонал профессиональный. По уровню оснащения и всем другим критериям Казань-Экспо не уступает, а даже превосходит мировые выставочные комплексы. Десятки конференций и сессий, сотни встреч, тысячи гостей и просто море позитивных впечатлений, которыми с нами поделились и наши коллеги из китайских масс-медиа. Я просто приведу пример пресс-центр. Здесь, можно сказать, интернет тоже хороший, очень быстрый. Да. Даже быстрее, чем академический форум в Питере. Да, я не шучу, да, серьезно, да. Русский, да? Рус – это Россия, да? Ки – это Китай, а Д – это Татарстан. Это значит, Татарстан уже стали как мостом между Россией и Китаем. Меморандум о стратегическом сотрудничестве в лифтовой отрасли подписан. И такой мост дружбы должен работать на постоянной основе в интересах обеих стран. Как этого добиться, обсудили на пленарном заседании с участием Рустама Минниханова, министра экономического развития России Максима Решетникова и китайских гостей. Планы грандиозные. Уже в ноябре запланирован визит Рустама Минниханова в Шэньчжэнь. Здесь пройдет ярмарка высоких технологий. Также республика получила приглашение посетить Синьцзянь-Уйгурский автономный округ. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней.